Добрый день, наши дорогие слушатели. Сегодня хотелось бы поговорить с вами на тему, как сделать ваше хобби делом вашей жизни и как сделать, как на нем заработать. Собственно, сегодня с вами поговорим мы, Дмитрий Куприянов, эксперт аналитики единого ресурсного центра, и Леонид Савин, индивидуальный предприниматель. Всем привет. Давайте для начала определим терминологию, собственно, и вообще понятие вещей, и темы, о которых мы сегодня будем говорить. Мы сегодня с вами поговорим о нашем хобби, называемое страйкбол. Страйкбол – это военно-спортивная игра, военно-спортивная игра с применением макетов оружия, максимально копийных, дульность, мощность которого равна менее 3 джоулям. Так сделано специально по закону, чтобы их мощность слабая, сравнима с детскими китайскими игрушками, соответственно, она находится на достаточно свободной продаже, но, конечно же, определяется некоторыми ограничениями в законодательном акте. То есть ее нельзя носить открыто, нужно перевозить в специальных чехлах, конечно же, использовать строго отведенных местах. Вот. Может быть, вы что-нибудь еще расскажете нам? Ну, страйкбол вообще по миру очень развит, и в России есть такие большие организации, как Федерация страйкбола, Федерация военно-спортивных тактических игр, которые организуют большие игры на всероссийском уровне с применением бронетехники и даже вертолетов. Так что это хобби достаточно серьезное. Раньше можно было войти в это хобби только богатым людям, потому что специфика всего этого стоит достаточно дорого. Но на данный момент появляются более качественные и недорогие товары, поэтому бюджетный сегмент очень даже широкий. Да, и очень начал сильно развиваться. Если дополнять эту тему, еще можно отметить, что вообще очень сильный был порог вхождения, сложный порог вхождения в это хобби, потому что это удел был изначально людей, создавался страйкбол в России как направление именно среди реконструкторов, людей, которые именно занимались больше копированием, внешним копированием, моделированием, реконструкцией определенных войск. Первые страйкболисты были ребята, которые, собственно, были еще и реконструкторами средневековых войск, и которые решили перейти на более современные рода войск. И потом уже, в частности, это все начало развиваться с 1990-х годов, вот сейчас уже более 30 лет. Страйкбол постоянно развивается, постоянно улучшается, появляются новые направления. Я, насколько помню, есть спецсофт, и сейчас уже такие направления, как Action Aero PC, стрельба по мишеням, а также проводятся различные соревнования по компьютерным, по-моему, уже, да, сценариям. Да, в общем говоря, в страйкболе есть много всяких направлений, более спортивные, более такие практические, прикладные, ну и исторические направления, можно сказать, да, реконструкторские. Да. Но наше направление это, соответственно, моделирование и реконструкция. Мы вообще с Дмитрием проводим арендные игры, то есть даем людям, которые не знают, что такое страйкбол и вообще хотят повеселиться на выходных там, с друзьями, провести корпоративы, организуем такие страйкбольные игры с применением вот этих вот как раз таки вещей. И игры проводим уже сколько лет? Ну вот уже года 4, да, 4-й год мы с тобой совместно проводим, до этого еще проводились, наверное, уже лет 6 или 7. Пройдемся, может, по вещам? Да, Расскажем вообще о том, поищем, что такое вообще страйкбол, именно внутренней кухни. Наверное, да. начнем с очков. Это специальные баллистические очки, которые выдерживают даже дробь 12-го калибра. Без этих очков вы на страйкбол никаким образом не попадете, потому что это основное правило безопасности. Да. Самое основное, потому что когда стреляют маленькими пластиковыми шарами, этот шар может влететь вам в глаз и нанести серьезно такие увечья, поэтому очки это самое главное. Да, ну и, конечно же, все-таки зрение нам необходимо по жизни. Спорт этот, игра это достаточно травмоопасно в некоторых случаях, поэтому мы во всяком случае всегда требуем на то, чтобы очки носились постоянно.
обязательным поэтому атрибут. Конечно же, не менее важным атрибутом является, собственно, само страйкбольное оружие, терминологии. Да. Терминология это называется привод. От производного слова получается ее определение электропневматический привод. Собственно, принцип ее работы именно в этом. Ну и, конечно же, местный, ну, во всяком случае, обиход где страйкбола, он называется теперь просто привод. Вот. Копия достаточно известного оружия. Как вы видите, ее практически не отличить от боевого, собственно, на это и был закос. Но, конечно же, есть определенные факторы, вот, например, вывод под аккумулятор, поэтому благодаря этому можно понять, что это, собственно, страйкбольная игрушка. Вот. Используется для поражения, собственно, противника, ну и достижения определенных задач, собственно, ради чего люди играют в страйкбол. Это по сценариям это, конечно же, выполнение определенных заданий, это и поражение, может быть, противника, такого условного. Давай сначала оговорку сделаем, как вообще происходит поражение. Так как привод стреляет 6-миллиметровыми, сейчас я здесь покажу, вот магазины эти специальные, сюда заливаются шары, они пластиковые, белые, и когда происходит выстрел и шар попадает в человека, оно не оставляет никаких таких особых следов. Ну, может быть, маленькие такие синяки останутся, но человек чувствует то, что попал, и страйкбол само по себе это игра на честность, игра друзей. То есть, если в тебя попали, ты честно должен поднять руку. И в страйкболе есть большая терминология и вообще большие правила на эту тему, как честно играть, что делают с несознайщиками, людьми, которые обманывают и не поднимают руки при попадании. Так что да. Основное вот. Игра достаточно серьезная, достаточно специфичная, и если человек вливается в такую кухню, собственно, и узнается очень много моментов. Тут у нас, кстати, есть аккумуляторы, собственно, от которых питается у нас модель оружия. Допустим, вот, вставляется вот такой вот аккумулятор, если никто не против. Никто же не против, это Нет. Вставляется так аккумулятор. Так, ну-ка. Оружие снимается со своего предохранителя и производится словный выстрел. Вот. Огонь ведется как одиночный, так и автоматически. Да, в принципе. Вот такое вот интересное приспособление, скажем так, для какого-то Ну, также в страйкболе есть множество всякого вооружения. Это одно из которых это пистолет, оно работает на газу. И бывают такие, которые тоже работают на батарейках. Но самое прикольное вот газовых пистолетах в том, что у них работает затвор. То есть полностью затворная задержка, все можно вот так вот передернуть, произвести выстрел. И это сделано с целью максимальной копийности боевого оригинала. Да, достаточно также распространенные модели имеются как известных оружейных фирм, такие частных, может быть, компаний. Не менее важными являются, конечно, защита колен, то есть у нас есть, например, такие вот наколенники, перчатки также являются важными, потому что так или иначе могут попасть в руки, костяшки, это бывает иногда достаточно больно. Защита шеи в некоторых случаях также является достаточно необходимой частью. Ну и, конечно же, самое важное — это защита, собственно, своей головы. Всегда хочется ставить свою голову целым, собственно. Вот у нас используются вот такие вот шлема, например, это вот, не сказать, чтобы копия даже, это именно боевой аналог американского бронежилета, в ее некотором вот таком оригинальном обвесе, достаточно интересно и весьма функциональным, заметим даже. Ну и, конечно же, имеются вот такие вот элементы бронезащиты. Любой человек
именно опытный страйкболист старается добиваться именно максимальной копийности. Здесь на фотографии как раз можете увидеть ведущий вот на слайд-шоу фотографии страйкболистов. Во многих случаях их практически не отличить от настоящих солдат. Бывает даже Да, случаи, если что... вот эти вот игроки хорошо собирают снаряжение, то бывают такие, которые просто приходят на игру в трениках и бегают условно в майке. Да, такое тоже возможно, в принципе, это достаточно допустимый момент во многих случаях и аспектах. Но, конечно же, если мы рассматриваем с точки зрения историчности страйкбола, именно ее каноничности, то, конечно же, это игра именно непосредственно реконструкторов, поэтому это больше реконструкторская тема. Ну, наверное, зрители задаются вопросом, почему здесь лежит американское снаряжение, а не российское. Да, скорее всего, этот момент изначально очень сильно интересует. Дело в том, да? Да, Можно да. так сказать? Дело в том, что в страйкболе есть два понятия, это стороны, то есть светлая и темная сторона. Светлая — это, естественно, люди, которые моделируют российскую армию, носят российское снаряжение. Ну и темная сторона, которые моделируют войска НАТО, то есть носят все американское и западное. То есть сама игра именно настроена на то, что это всегда противоборство двух сторон, а по принятому такому вот местному обычаю, то, конечно же, идет борьба светло со злом. Это вот именно русские против, скажем так, не русских. Весьма интересный такой момент, что интересно, например, на Западе, в Америке считается, что светлая сторона, наоборот, это, например, те же НАТО или же американские войска, а темная сторона это именно как раз-таки русские. Поэтому, куда бы вы ни поехали, всегда будет свое определение на эту сторону. Кто светлый, кто темный, у кого там цвет флага розовый и так далее и тому подобное. Да, Вот. ну и на данный момент здесь американское снаряжение, потому что Дмитрий является реконструктором. Да, именно реконструктором американских войск. Да. Не сколько по своему личному интересу, соображению и из патриотичных взглядов того, что так или иначе должно быть некое противоборство, было выбрано такое направление. Ну и, конечно же, интересно, что, например, у американских войск имеется, вот, например, боевой бронежилет Америки, боевой шлем Америки, все оригинальное, все боевое, все то, что используют американские войска, корпус морской пехоты, и даже без оружия полностью соответствует именно боевому аналогу. Все именно так и используется, грубо говоря, среднестатистическим американским солдатам. Поэтому такой интерес, такое направление. Конечно же, есть и у меня и русское снаряжение, в принципе, но для интереса, конечно же, основным комплектом является именно вот такая. Ну и, наверное, здесь самый основной момент в том, что когда происходят всякие выставки, когда приглашают в школы на уроки ОБЖ и тому подобное, детям всегда интереснее западное, а не российское, потому что, ну, российское они уже видели 100-500 раз, а вот потрогать что-то действительно уникальное и достаточно специфичное, которое сложно достать, это довольно-таки Да, интересно. скорее всего, многие наши слушатели на уроках АБЖ даже наверняка разбирали, собирали автомат Калашникова в рамках уроков АБЖ или же начальной военной подготовки, если как такового у вас было. В принципе, да, у нас с российским снаряжением все так или иначе взаимодействуют. Очень много ее, кстати, на рынках, в принципе, и в магазинах очень многие. А если нас смотрят мужчины, в принципе, охотники и так далее, они тоже, скорее всего, очень сильно знакомы с российским снаряжением. И если есть у нас ребята, которые уже отслужили, наверняка даже и служили в этих самых, в этом самом русском снаряжении, стреляли с боевого автомата Калашникова и так далее и тому подобное, это вполне возможно. То, конечно же, всегда интересно, да, когда у тебя в руках, например, лежит М4, который, скорее всего, вы видели больше, наверное, в компьютерах, видео, где еще можно было столкнуться с ними, в картинках различных, да, и так далее и тому подобное. Поэтому всегда интересно, всегда специфично и очень оригинально бывает именно показать непосредственно. Давай мы поговорим о якутском страйкболе. Да, все-таки якутский страйкбол как ответвление именно общероссийского страйкбола немного отличается
У нас испокон, наверное, с 2010 года страйкбол вообще появился в Якутске, Якутии, хотя были ребята, движенцы, которые, собственно, пытались ее развить намного раньше, но сформировались, объединились все в одну идею именно в 2010 году, поэтому точка старта считается именно этот год. Да, на данный момент в Якутске есть свое страйкбольное сообщество, в котором есть где-то 500-600 человек. Да, где-то более 500-600 человек. Да, и если происходят такие большие игры совместные, это, например, открытие страйкбольного сезона и закрытие страйкбольного сезона, туда все максимально пытаются прийти. И эти игры бывают достаточно интересными и массовыми. Да, но непосредственно давайте сперва расскажем о том, какие игры проводятся непосредственно в Якутске. Всего их условно можно разделить на 4 типа. Это приватные игры, игры друзей, игры соседствующих дружеских команд, где они, собственно, вместе отдыхают, вместе проводят время, вместе оттачивают некоторые свои навыки, умения и показывают свои знания и, собственно, прокачивают друг друга. Вот, соответственно, игры ведутся в тесном таком узком кругу. Есть обычные игры, называемые в страйкбольной терминологии как колбаса. Игры без особых сложных сценариев, как правило, это такие быстрые, скоротечные, местечковые маленькие игры. И за день можно пройти буквально вот таких вот 15-16 мини-сценариев. Туда приглашаются, в принципе, все, кто хочет, все, кто могут, и все, кто свободны, кто желает прийти поиграть, все всегда там и играют противоборство, собственно. Не обязательно именно так, вот соотношение светлые против темных, а именно как разделили, как игромастер, собственно, их разделяет. Есть также понятие большие игры. Да, большие игры это где участвуют большинство команд, где количество игроков составляет больше 100 человек. Эти игры происходят редко, например, один раз в месяц, наверное. Вот. И, конечно же, есть арендные игры, которые проводятся непосредственно предпринимателями. Эти игры чисто, вот, считай, для тех, кто в принципе ни разу не играл, кто хочет только поиграть, кто хочет отдохнуть. Ну и вообще, кто интересуется этой темой, кто хочет попробовать, вот для них есть как раз таки арендные игры. Да. Наверное, давай мы расскажем зрителям, как мы вообще пришли к этому виду спорта. Да, я думаю, это будет достаточно интересно. Как вы знаете, у каждого человека всегда есть некоторые свои интересы. Кто-то занимается музыкой, кто-то любит танцы, кто-то поет, кто-то собирает фишечки или, может быть, даже машинки, марки собирает почтовые. Вот. В моем случае, например, я с детства интересуюсь вообще именно тематикой армии, тематикой оружия. И мне в 2011-2012 году рассказали о том, что есть вот такое вот хобби интересное, называется страйкбол, вот так, мол, так, что можно поиграть, постреляться, почувствовать, поиграть в Counter-Strike в реальности. Ну, в нашем случае в то время это был больше Call of Duty в реальности. Вот, и загоревшись такой вот интересной перспективной идеей, собрав некоторые деньги, накопив, закупил первое свое снаряжение, пришел на арендную игру. Со своим снаряжением пришел на арендную игру, потому что сам я был, считай, только начинающим, ничего не знал, поэтому для общего понимания, конечно же, пошел именно играть с такими же ребятами, как и я. Хорошо приняли, тогда меня, в принципе, удивились тому, что я со своим снаряжением, но уже достаточно в таком вот развитом направлении пошел. И, конечно же, с того момента пошла именно вот эта вот стезя страйкболиста. Уже потом, с 2015 года, начал заниматься уже серьезно реконструкцией. Буквально до 2020 года, в течение 5 лет собирал снаряжение по крупицам, по маленечку, по копеечке, как говорится. И, конечно же, к этому моменту вот начал не только сам обучаться и интересоваться, изучать всю эту вот внутреннюю кухню, но, конечно же, начал учить этому и других ребят. С 2016 года также занимался мелкой организацией арендных таких вот игр из своего снаряжения для своих друзей, чисто чтобы показать, чтобы страйкбол пошел в массы. Ну и, конечно же, уже сейчас непосредственно занимаюсь тем, что делаю
развитие страйкбола, развиваю, рассказываю людям, пиарю страйкбол, по возможности торгую, может быть, помогаю торговать как хобби уже некоторыми вещами, потому что всегда интересно рассказывать человеку, который ничего, который только пытается все узнать о каких-либо вещах, по возможности помочь местным магазинам продать эти вещи, чтобы хорошие вещи ушли хорошим людям, чтобы потом они играли, получали удовольствие и, конечно же, радовались жизни. Вот такой вот у меня, собственно, был путь страйкболиста от новичка, собственно, к одним из мастеров местных. Ну, если говорить про меня, я начал заниматься страйкболом 2016 года, как раз таки, когда познакомился с Димой. Ну, у меня путь был такой достаточно своеобразный, потому что меня сразу приняли в команду, я начал собирать снаряжение командное. У каждой команды есть собственное снаряжение, то есть определенный список, по которому ты должен собираться. Ну и потом Дима мне начал показывать, рассказывать, что такое страйкбол и вообще как его играют, и то, что есть такие арендные игры. И я сразу понял то, что на арендных играх действительно можно заработать и монетизировать свое хобби. Ну и потом, спустя год, что ли, мы так подумали, что надо уже заниматься арендными играми и на более серьезном уровне, получается, заниматься продвижением и развитием нашего общего хобби. Да, потом как пришел опыт, как пришли знания и вообще как появилась более такое финансовая независимость. Я основал свою команду, я являюсь капитаном команды. У меня в команде насчитывается где-то 18 человек, и все они, да, вот имеют такое снаряжение плюс-минус. Ну, не прям такое, а копию. Ну и мы с Димой с 2017 года активно занимаемся арендой, и это хобби, которое для нас стало не просто каким-то хобби, а уже, как бы сказать, смыслом жизни. Да, образом жизни, наверное, да, даже корректнее конечно, сказать. да, и, соответственно, частью всего нашего бытия. Да. И все разговоры, все эти интересы в основном крутятся вокруг этого. Надо, наверное, отметить, что твоя команда в основном в половине случаев состоит из Да, ребят, вот которые... самый интересный момент заключается в том, что мы начали заниматься арендными играми, и начали появляться люди, которые действительно начали на серьезном уровне интересоваться данным видом спорта, и мы как-то подумали, что надо какую-то команду создать, и я принял решение, что все, надо, и мы собрали этих людей, сколотили команду, и сейчас нас уже 18 человек, и практически все они пришли с аренды. Наверное, я тоже первую игру сыграл как арендник. Да, по-моему, как раз таки было, что Да. началась как арендная игра, а уже потом это вошло в некоторое такое серьезное хобби. И как раз таки из-за того, что страйкбол стал сам по себе очень доступным, цены очень сильно начали меняться. Если раньше, например, требовалось минимальный вклад, допустим, в районе 30-40 тысяч рублей, сейчас в районе 10, наверное, да? Ну, от 10-15 до 25 можно собрать вообще нормальный комплекс снаряжения. Да, и люди начали активно вливаться, с каждым годом страйкболистов становится все больше. Это не зависит именно от того, что приходят именно люди при возможностях прийти финансово, а вообще люди начали интересоваться, покупают различные модели оружия, конечно же, консультируют по возможности с опытными ребятами, и люди помогают. Само страйкбольное сообщество достаточно дружное. Один из девизов – это страйкбол, игра друзей, поэтому все стараются по-дружески помочь друг другу. Если нет каких-то вещей, деталей, всегда стараются помочь, всегда носят с собой запасные вещи. Ни разу не было случая за все 8 лет моего страйкбола, чтобы я не приносил с собой вещи сугубо для себя. Всегда приходится брать с собой запасные аккумуляторы, запасное оружие доходит также до этого. И там одних магазинов бывает к оружию там несколько десятков. Да, потому что обязательно кто-нибудь из твоих друзей что-то забудет, что-то не принесет, что-то сломается, и приходится, естественно, делиться. А еще бывает так, что человек просто интересуется, хочет поиграть, нет возможности, но есть очень дикое желание прям попробовать. И иногда бывает так, что идешь навстречу, думаешь, почему нет? Можно человеку дать возможность, пусть поиграет, потом, может быть, вольется в эту тему и одним хорошим, интересным страйкболистом
в якутском мире станет больше. Ну и, собственно, о теме, о том, как хобби может стать делом вашей жизни, делом заработка. На нашем примере, скорее всего, вы можете прекрасно понять, что любое хобби, любой интерес, он состоит из множества мелких деталей, которых, ну, будем честно говорить, не всегда может достать непосредственно в нашем городе Якутске, а если вы еще проживаете где-то в районе, то там особенно. Когда я занимался, например, гитарой, очень часто бывало так, что не всегда найдешь нужные струны, не всегда найдешь запасные колки. Здесь в страйкболе иногда бывает сложно найти аккумулятор дополнительный, все приходится иногда заказывать, иногда это все происходит очень долго. И тем более, когда ты занимаешься этим долго, у тебя всегда появляется какой-то такой запас некоторых вещей. Все ребята, которые долго этим занимаются, долго занимаются каким-либо хобби, знают, что иногда этих вещей становится очень много, часть вещей повторяется, и вроде бы девать их некуда, все-таки жалко, кому не попадя отдавать. С другой стороны, как бы, ну, лишние вещи бывают. И исходя из этого появляется вот такой вот интересный момент, как вторичный рынок. Наверняка все те, кто занимается, в принципе, этим знакомы, покупают вещи на вторичном рынке, продают вещи на вторичном рынке. И это как раз-таки одна из интересных возможностей, да, я считаю, того, что это может быть, это может стать началом непосредственно, возможно, появления магазинчика, маленького такого местечкового магазинчика, именно вашего хобби. Скорее всего, не только мы, страйкболисты, знаем тем, что таргетинг именно у нас такой вот маленький. Скорее всего, у многих, да, даже да, они своеобразны, специфичны, и не каждый захочет этим Да, заниматься. поэтому, собственно, и магазинов мало. Даже магазинов книг у нас таких вот не так много, я бы даже заметил. И почему бы вам, например, не стать одним из них? И тут как раз правительство, скажем, да, правительство очень хорошо пошло навстречу людям. Появилось очень много форм, это вот как раз индивидуальные предприниматели. Ну и самая крутая форма — это самозанятый, где ты налог платишь всего лишь 4% от своей прибыли. И я считаю, что для человека, который занимается каким-то хобби и хочет его монетизировать, это одна из самых лучших видов, один из самых лучших видов деятельности. Да, поэтому почему нет? Почему не стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым? Лучше стать самозанятым, да. потому что там есть свои нюансы. Ага, это, конечно же, возможность. Вот у нас Леонид стал индивидуальным предпринимателем, сейчас проводит арендные игры, все именно вот юридически чистое, все качественно сделанные, все эти вот подводные камни доведенные. Да, давай я расскажу вот сугубо о нашем примере, о арендных играх, как вообще это стало делом жизни. У нас появилось свое хобби, мы хотели его как-то развить и начали делать арендные игры. Конечно, это все не сразу стартануло, это не стало основным видом нашего заработка, это все было дополнительно. То есть мы даже цены на страйкбольное снаряжение, на комплект аренды делали максимально низким по рыночной стоимости, потому что, это наши хотелки, мы просто хотели, чтобы наши друзья, знакомые попробовали. И вообще случайно приходящие. Да, и чтобы у нас хоть какой-то заработок оставался в кармане. А потом это уже так достаточно переросло, люди уже начали узнавать нас, начали писать Дмитрию, мне о том, что мы провели игры, и там уже все пошло и поехало. Но вначале, конечно, это сложный и тернистый путь, на котором надо сильно работать. Да. И если хотите, чтобы хобби стало вашим делом жизни, то надо начинать постепенно, а не все сразу, как дополнительное. То есть вы вкладываете силу и должны получать от этого удовольствие, а не заниматься этим в целях конкретного заработка. Да, это, кстати, очень хороший и интересный момент, верное замечание в этом направлении, потому что, так или иначе, это должно приносить удовольствие, это не должно быть таким вот мучением, потому что, как хобби может быть мучением, это должно быть некоторое удовольствие. В моем случае, например, у меня друг
мой сокомандник является тоже индивидуальным предпринимателем, также у него есть ООО, у него есть свой магазин, такой вот, так говорим, маленький магазинчик, единственный, я считаю, в городе Якутске страйкбольный магазинчик. Да, в Вот, котором и многие закупаются. да, как очень раз многие таки. страйкболисты закупаются. И был момент того, что это тоже было частью, не основной частью его работы, но был как раз таки интересующийся человек в виде меня, который любил копаться во всем этом, пытался что-то узнать, и долгими интересными вечерами за разговорами очень многие интересные моменты я узнавал, так как он был старше меня и в страйкбольном стаже, и по возрасту. Вот, и узнав все эти моменты, опробовав их, потрогав, конечно же, начали этим, ну, помогать ему торговать всеми этими вещами. А потом уже начал брать с этих вещей некоторые вот, копейку себе для жизни. Ну, любой труд всегда должен оплачиваться, это само собой. И, конечно же, благодаря этому, собственно, появились некоторые и лишние ресурсы, и потом уже появилось вот понятие того, что надо бы создать магазинчик тоже хороший, ну, или поработать над магазинчиком так, чтобы он стал больше. И это все было интересно, это все было в удовольствии. Я сейчас вот сравниваю это, например, с тем, как я на гитаре играл, как я учил ребят бесплатно. Ну, на тот момент еще бесплатно учил ребят на гитаре играть. И это приносило больше удовольствия, а не именно вот, заработка. Это потом уже я начал понимать, что в принципе на это можно было заработать. да, можно было хорошо заработать, потому что у людей так или иначе на свои хобби найдутся деньги. Может, ты лишний раз шаурму не съешь, и зато там, заплатишь 200 рублей за урок хорошему человеку, для которого это удовольствие, и может быть он купит потом шаурму. Ну и мы опять приходим к мысли, что хобби ваше должно быть вам в удовольствие, и когда вы начинаете ее монетизировать, вы должны, но оно не должно быть, как скажем, деньги не должны быть основным смыслом, ну, основной целью. Вы все равно должны заниматься своим хобби, и это хобби должно приносить вам удовольствие, и параллельно уже должно приносить денежку. И когда эта мысль закрепнет, и это станет основополагающим, конечно же, и большие деньги пойдут, и люди пойдут, потому Да. что мы начали замечать, что именно к нашей компании, вот у нас есть проект Sentinel Group, по которому мы, например, проводим арендные игры, начали замечать, что очень много людей, очень много организаций начали интересоваться. Буквально вот недавно, вот 2021 год, у нас был февраль, вышла фотостудия Loft, и они вот специально вышли с предложением, вот вы, ребята, очень крутые, интересные, веселые, у вас много снаряжения, и вы прям такие инициативные, давайте мы пофотографируем вас. Почему нет? Бесплатно. Да, наверное, где-то здесь сейчас фотографии появятся, Да. примеры. И это тоже был интересный опыт. Очень много мероприятий нас зовут, официально даже, на больших вот музеях. И вот музей у нас «Российная история» приглашал несколько раз прийти с выставкой, показать, рассказать. Вот также вот, может быть, провести школы Вот, выходят. да, часто наши школы зовут, чтобы на уроках ОБЖ и ОВС, как вот, ну, расширение кругозора детям показать, что это такое вообще приглашают. Поэтому это больше интересно, это больше удовольствие, и уже потом мы говорим уже такой, типа, ну, да, денежка это тоже приносит неплохую, в принципе, нам на жизнь хватает, на хобби эту денежку можем собрать. Вот, поэтому даже если вы сейчас сидите с мыслями, вот, зажравшиеся богатые ребята сидят, вот, хвастаются тем, что у них все тут круто, все тут классно. На самом деле нет, мы все... На самом деле вообще идет. Да, мы все начинали с малого, просто иной раз, может быть, ты не сходил там в клуб или там не сыграл в какую-то игру, не купил какую-то компьютерную игру, или, может быть, у тебя не самый современный компьютер, не самый современный телефон. Зато ты много работал, может быть, где-то подрабатывал, что-то делал, и начинаешь вкладываться в хобби, ты развиваешься сам как личность, у тебя появляются новые друзья, знакомые по хобби, а потом это становится образом жизни, как у нас, и потом уже это начинает становиться делом. И в принципе сейчас вот, ну, я во всяком случае не буду жаловаться, что у меня денег нет как таковых. Я думаю, Леонид тоже такого не скажет, что у тебя денег нет, потому что, ну, это все приносит удовольствие, вещи приходят, вещи уходят, денежка всегда есть, как таковая, на жизнь хватает, и очень много все равно появляется в индустрии хобби, но новых струнных инвентаристов, новые книги у книголюбов
например, у танцоров вообще новых всяких движений и подобное. Ну и, каждый месяц наверное, происходит. скажем о некоторых сложностях, да? Да. Вообще сделать из хобби какой-то прям такой бизнес, который будет конкретно вам приносить каждый месяц определенную сумму, это очень сложный процесс, и мы можем сказать, что мы до сих пор до такого уровня еще не дошли. Но в будущем надеемся, что такое будет, да? Да, в принципе, это должно быть, потому что тут надо учитывать риски, возможности. Ты можешь один раз рискнуть, взять, например, кредит в банке для развития предпринимательства. Там есть свои некоторые условия, нюансы. Они, в принципе, сделаны как раз-таки для людей, чтобы там многие моменты сгладить. Есть также грантовые конкурсы для предпринимателей, для социальных проектов, для того, чтобы ты, например, вот не делал это бесплатно, а чтобы это делалось за деньги, допустим, грантовые федерального бюджета. И почему нет? Это тоже возможно. Мы, в принципе, этим пользовались, это нам помогало в нашем случае. Вот, и потом уже, когда это становится вот на все встанет по самоокупаемости, когда ты уже решил, что вот пеку торты, например, в свое удовольствие, и потом это продаю, и это приносит большой доход. Кстати, изготовление тортов очень много денег приносит, оказывается, очень много. Да, не тортов. только торты, но и макияж, и Да, всякие макияж, шеллаки. Да, ноготочки, все дела. Это всё. да, в случае девушек, например, это, оказывается, очень много Да, денег это колоссальные приносит. деньги. Да. Намного больше, чем с рыбой, кстати. Да. Поэтому если это приносит удовольствие, если вы уверены в том, что вы это потянете и вы можете, почему нет? Всегда можно рискнуть, там всегда, да, попробовать, там есть что, вас всегда поддерживают, или бизнес всегда можно продать. Интересующихся людей сейчас в это время очень много. Ну и, наверное, надо будет рассказать немного о наших арендных играх. У нас есть, как мы уже говорили, Да. проект Sentinel Group. Мы проводим арендные игры на достаточно выгодных условиях, в принципе, для всего города, по всему городу самые низкие цены, мы до сих пор сохраняем этот статус. Самый Да, веселый, это интересный наш игры. один из основных принципов для Да. того, чтобы сделать наше хобби более таким доступным для людей. И поэтому мы мониторим цены по городу и ставим самые низкие цены и самые лучшие условия предлагаем. Да, поэтому мы тут, наверное, скорее всего, где-то выйдет Да. тоже этот, либо здесь, где-то. Ну, либо ну, здесь. где-то, да, Да, выйдет, где-то здесь, короче. да, мы определим, где выйдем. Собственно, все наши выходные данные, можете звонить, записываться, интересоваться о том, что такое страйкбол. Если, собственно, такой формат зайдет, если это будет интересно, мы можем снять еще про какие-либо идеи, про какие-либо бизнес-структуры, можем позвать, в принципе, и других, может быть, ребят, допустим, вот, мейкаперов каких-нибудь, или там любителей вот, печь торты, расскажут их путь именно такой вот, как они выходили. Все зависит от вас, так что пишите, звоните, делитесь информацией. Может Да, быть, мы открыты и рады Да. будем с вами пообщаться. Да, и если вы захотите вот отдохнуть, снять пар, там, поиграть в футбол, всегда приходите к нам, мы всегда будем рады. Собственно, Ну, наверное, Почему нет? на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Единого ресурсного центра. ставьте Всем- лайки, колокольчики. Да, всем удачи и пока. Да, всем пока.